Здравствуйте, всем привет с острова Сахалин. Соревнования первых международных игр «Дети Азии» перешагнули экватор. А это значит, что состязания по некоторым видам спорта уже вышли на финишную прямую. Так завершились старты по шорт-треку и их итоги в этом выпуске. Зато в бой включаются представители новых дисциплин. Летающие лыжники опробуют 70-метровый трамплин. Такой широкой географии этот трамплин еще не знал. На 70-метровое сооружение поднялись 16 спортсменок и 17 спортсменов из нескольких регионов России, а также из Казахстана, Южной Кореи и Японии. Первыми стартуют девочки. Уже после первой зачетной серии прыжков выявляется лидер. Вероника Шишкина из Казахстана с 13-м номером на манишке прыгнула на 4 метра дальше, чем ближайшая преследовательница. В итоге она взяла золото, удивив судей 80-метровым прыжком и идеальной техникой. Второе место досталось Елизавете Моховой. Команда Дальнего Востока. Она прыгнула на 70 метров. А Ксения Пискунова, представляющая Урал, взяла бронзу. У парней также обошлось без серьезных передряг в топ-тройке. Те, кто в нее вошел после первого зачетного прыжка, там и остался. Ее мог разбить японец Сакана Асахи, но ему не хватило 2 баллов, подвело некрасивое приземление. Бронзу в итоге увезет к Уральским горам Илья Маньков. Серебро подарил родной земле сахалинец Максим Колобов, но целых 40 очков его отделило от главного героя соревнований. Даниил Садреев из Татарстана взял золотую медаль. Это не последнее соревнование на этом трамплине. До конца игр любителей спорта ждет новая дисциплина – микст, в которой будут суммироваться попытки и парней, и девушек. В этот день в хоккейном турнире целых 4 матча за выход в плей-офф. На площадку вновь выходят хозяева игр сахалинцы. И миролюбивой эту команду не назовешь. В последние 3 матча они то и дело затевали драку. Сергей, может быть, на этот раз команда будет не столь агрессивна, учитывая, что накануне драки на скамье штрафников оказалось 2 игрока. Сегодня не было ни драки на льду, ни проявления какой другой агрессии к противнику. Здесь царила такая дружелюбная атмосфера, которой, пожалуй, не было ни на одном турнире. С утра появилась информация, что хоккеисты Кувейта собирались отказаться выходить на матч с сахалинцами. Но узнав, что журналисты призвали местных жителей организовать им поддержку, все же вышли на лед. Так как мы узнали о поддержке, мы собрались силами, пришли и вышли на лед. Поэтому еще раз спасибо большое за поддержку. Нам нужно больше кататься на коньках, больше играть, больше тренироваться, потому что мы стоим на льду всего 3 недели. Для хоккеистов Сахалина, которые на групповом этапе не выиграли ни разу, этот выход на лед можно назвать матчем престижа. А вот для Кувейта задача оставалась прежней – как можно меньше шайб пропустить в свои ворота. Симпатии зрителей в этом матче разделились. Большинство сахалинцев, конечно, болеет за свою команду, но часть переживает и держит кулаки за сборную Кувейта. Мы специально приехали поболеть за команду Кувейта. Даже во время перерыва болельщики зашли в раздевалку, чтобы еще раз сказать слова поддержки кувейтским хоккеистам. Матч завершился со счетом 28-0, но уже сейчас ясно, что обе команды не выйдут из группы. Сибирский федеральный округ продолжил победное шествие. В матче с Японией ни одной ответной шайбы. Сибиряки просто смяли оборону противника. Финальный период начался со счетом 14-0. Несмотря на заработанное преимущество, команда Сибири не сбавила темп. Хоккеисты сборной Сибири в послематчевых интервью были галантны и не стали называть свою победу в 16 шайб легкой. От соперников у них остались лишь добрые чувства. Матч прошел отлично, мне понравились соперники. Они очень справедливые. Даже если упала клюшка, они подобрали и подали. Таких команд очень мало. Мне игра понравилась. Третьей парой игрового дня на лед вышли сборные Уральского федерального округа и Якутии. У обеих команд в активе по одной победе. С первых минут матча уральцы пошли в наступление. И на перерыв хоккеисты ушли со счетом 8-0. В начале второго периода якутяне активизировались и заметно прибавили в обороне. Но уральцы продолжили серию удачных атак. Матч закончился со счетом 23-0. В этот день последними на лед вышли сборные Казахстана и Туркменистана. Сразу после включения игрового таймера стало ясно, на чьей стороне преимущество. Казахстан буквально поселился на стороне Туркменистана и открыл счет на 3-й минуте матча. На протяжении матча создавалось впечатление, что правит игрой только сборная Казахстана. Она снова и снова штурмовала ворота соперника. Итоговый счет 34-0. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Александр Ярков, Дети Азии, Сахалин. Сегодня биатлонисты выходят на индивидуальную гонку. По сравнению со спринтом, который был 2 дня назад, задача у спортсменов усложняется.
Да, на огневой рубеж спортсмены выходят не 2, а 4 раза. И если прошлая гонка запомнилась каким-то невероятным количеством промахов, то трудно представить, что будет на этот раз. А в этот раз была поистине жаркая схватка. Фавориты соревнований менялись буквально каждые 5 минут. Дистанция трассы 7,5 километров для девушек и 10 для юношей. Мощную борьбу навязали спортсмены сборной Казахстана. И как результат, в обоих заездах они оказались в тройке призеров. Среди девушек Арина Шишукова увезет на родину уже 2 серебряные медали. А Вадим Куралец, занявший первое место в прошлом забеге, в индивидуальном оказался лишь 3-й. Подвела точность стрельбы, и ему пришлось отрабатывать свое штрафное время. Кстати, в отличие от взрослого биатлона, на детских играх оно составляет не минуту, а 45 секунд. Победителями в дисциплине второго дня стали спортсмены команды Сибирского федерального округа Анастасия Гришина и Виктор Молчанов. Бывает, что серебряная медаль приносит не радость, а разочарование из-за упущенной победы. Но своему второму месту очень радовались якутяне, спортсмен Николай Максимов и его тренер. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Впереди у биатлонистов еще 2 соревновательных дня. Василий Раченко, Александр Ярков, «Дети Азии», Сахалин. Горнолыжники продолжают борьбу на играх, и на этот раз у них слалом-гигант. Эта дисциплина сложнее супергиганта тем, что цена ошибки гораздо выше. Потому что трасса короче. На сахалинской горнолыжке особенный рельеф. Этот склон полон крутых перепадов. Поэтому организаторы с учетом возраста спортсменов формировали трассу для соревнований, исключив самые сложные участки. Но несмотря на это, без травм не обошлось. Со склона эвакуировали горнолыжников из Индии, Монголии и Афганистана. Скорее всего, сказалась нехватка опыта спортсменов. Однако ошибки допускали и хорошо подготовленные участники. Я очень сильно ошибся на первой попытке и на вторую перегорел. У меня были все шансы на победу. И все равно с такими залетами я приехал. В этой дисциплине чаще всего все решают десятые доли секунды. Поэтому можно понять разочарование корейской спортсменки Ли Хаюн. Лыжница стартовала предпоследней. Общий результат за 2 заезда был лучшим – минута 40 секунд. И вот финишировала москвичка Анастасия Трофимова, которая забрала у нее победу. Я думаю, что выступила хорошо. Супергигант не мой конек. Из-за этого переволновалась на старте. Мне, конечно, хотелось после первой попытки удержать свою позицию. Но я понимала то, что мои соперники тоже сильные, и на какую-то удачу я не могла надеяться, только на себя. У юношей лучший результат показал представитель первой сборной островного региона Глеб Федоров. Подготовка к играм Азии дала возможность подтянуть значительно ребят этого возраста. Они пока, может быть, не в призах и не в медалях, но по сравнению с тем, где они были там полгода-год назад, они, конечно, очень спрогрессировали. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Сахалин, «Дети Азии». Наконец, есть что посмотреть любителям экстремального спорта. В борьбу включаются мастера трюков сноубординга. Сильнейшие райдеры взлетят в воздух и покажут крутейшие грэбы и флипы. Никита Абазовик занимается сноубордом 5-й год. В его преимуществе знакомая трасса родного города. Своим основным соперником он считал японского спортсмена. Но его элемент не оставил сомнений в вопросе, кто же лучше. Сахалинцу поставили высокие баллы. Хорошо, что «Дети Азии» выпали именно на мой возраст. Я смог поучаствовать в них и завоевать золотую медаль. Ну, для меня одной из главных целей является выступить на Олимпийских играх и отобраться на них. Соревнования прошли в классическом формате с соблюдением международных правил. Судьи в первую очередь оценивали сложность исполнения. Было холодно сначала, а потом снег подтопило и стало меньше скорости. И поэтому у спортсменов из Японии и Кореи, у наших спортсменов в том числе, возникли проблемы со скоростью, из-за чего не получилось сделать более сложные трюки. Но и несмотря на это, они справились на отлично. Все молодцы, очень хорошие, сильные трюки. Все было очень здорово. Девушки демонстрировали на склоне более сдержанные трюки. Первоочередной задачей был набор скорости и попытка улететь за 3-ю линию.
По сумме баллов лучше всех отличилась на трассе Софья Кожикова из Красноярского края. Когда вот смотришь на соперниц, думаешь, что как бы они тоже имеют уровень, и ты должен сделать лучше. Очень приятно, конечно, что вот такие соревнования я выигрываю, потому что, в принципе, я мало где выигрывала, но на международных первый раз выиграла. Свои медали чемпионы первых зимних спортивных игр «Дети Азии» получат в торжественной обстановке на Центральной площади. Нюргияна Егорова, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Третий стартовый день на шорт-треке мог стать сенсационным. Кореянок на пьедестале почета могла сместить уральская спортсменка Полина Насыбуллина, которая на этих играх уже взяла бронзу. Но в четвертьфинале ее постигла неудача. Полина не справилась с поворотом и на всей скорости врезалась в борт. Ее транспортировали в машину скорой помощи. Но, насколько я слышала, с ней все в порядке и, возможно, она примет участие в эстафетной гонке. Полина Насыбуллина вышла на старт, но уральская четверка смогла показать только 4-й результат в эстафете на 3000 метров. А вот шорт-трекистки из сборной Дальнего Востока сумели войти в медальный зачет и взять бронзу. В финальном забеге они соперничали с кореянками и казахстанками. Первыми финишировали представительницы Республики Корея. Настоящий триллер увидели болельщики в эстафетных противостояниях юношей на 3000 метров. В финальном забеге участвовали шорт-трекисты Кореи, Казахстана и Сибирского федерального округа. Золотую гегемонию корейцев сумели разрушить казахские конькобежцы. И это стало сенсацией турнира. За 2 круга до финиша один из фаворитов в гонке упал. Это сыграло решающую роль. Казахстанцы пришли раньше на 5 секунд и взяли золото игр. Сибиряки показали тоже достойный забег и довольствовались бронзовой медалью. Мы боролись за первое место с корейцами. У нас был план. И мы сидели за ними до конца. И они упали. В очередной соревновательный день игр «Дети Азии» определятся последние участники хоккейных полуфиналов, а вылетевшие команды отправятся домой. К борьбе за медали подключатся представители самого артистичного вида спорта – фигурного катания. В первый день с короткой программой выступят девушки, во второй – юноши, а последние дни игр зрители смогут насладиться произвольной программой. Смотрите наши дневники. До новых встреч!